привет! В эфире программа «Пропеллер». Привет! Всем привет! Первый сюжет, о котором мы сегодня поговорим, посвящен Талантливым людям. В общем, «Пропеллер» часто делает сюжеты о талантливых людях, и вот один из них. Герой нашего сюжета Александр, молодой художник, который недавно отличился тем, что раскрасил стену в своей родной школе. Он это сделал абсолютно легально. В мое время, когда мы учились, если бы кто-то раскрасил стену в школе, был бы большой скандал. Просто это было очень давно. В мое время мы сами раскрашивали стену в кабинете литературы. А ты был пионером КП? До революции Он был еще. октябренком, родился при Ленине. Вот это подробности. В наше время преподаватели поддерживают творчество. И наоборот, вот умеешь ты хорошо рисовать, они предоставят тебе возможность. Так ведь всегда было. Если ты хорошо рисуешь, иди рисуй стенгазету. Хорошо поешь, танцуешь, вот иди на День учителя. Но на стене-то интереснее, чем на стенгазете. Конечно, Там у тебя интересно. газетка, а тут целая стена. Но там не газетка на стене, там ватман, между Ну, прочим, тоже не маленький. Ватман маленький, ну ничего себе, или стена, или ватман. Вот если бы звали мейкап-стилистов красить девочек, потому что некоторые девочки в школе красятся очень В странно. школе нельзя же краситься. Ну, вот Алексей дело в том, Шибаев что о наболевшем. 9, 10, 11 они вообще ходят там, Что-то типа ну, без вот этого только. без шерсти, да. Вот мы, когда рисовали в кабинете литературы, мы нарисовали простое дерево, с которого росли вот веточки. И на каждой веточке висел портрет известного писателя. Дуб Ло. у Кэпа не закрывается. Дизайн многих современных школ достаточно однообразен. Это портрет ученых и поэтов на стенах, а также растения на подоконниках. Герой нашего сегодняшнего сюжета собственноручно изменил дизайн своего кабинета. Как ты совмещал это с учебой, когда ты рисовал? На тот момент были каникулы, и поэтому не пришлось выгонять детей, не пришлось заниматься учебой, и у меня было достаточно времени. Как ты вообще относишься к дизайну современных школ? В каждом есть, опять же, свои особенности. Например, в этой школе вот появился молодой художник, в другой школе какой-нибудь танцующий ансамбль. Школу должны украшать люди, нежели школа сама должна быть какой-то особенной. Когда работаю много, я забываю о том, что есть какой-то официальный эскиз, и поэтому идет творческая работа именно. Я очень уважаю мысль о том, что мое хобби приносит мне некоторые деньги. Но я также понимаю то, что заказчики просят у меня именно работу, а не творчество. То есть я должен все продумать, все проработать и сдать идеальный вариант работы. Какие направления ты чаще всего используешь в своих работах? Я бы хотел добиться реализма, но пока мой опыт не настолько велик, поэтому довольствуюсь комиксом, авангардизмом и собственным стилем. Я рисовал в заброшенных домах, много было опыта, не сказать, что самого хорошего. Но меня поддерживали друзья, у меня была своя команда на тот момент. Плохой старт – это лучшее, что может подарить тебе дело, потому что ты начинаешь задумываться, что ты делаешь не так. Мне кажется, настоящий профессионал должен следить и за качеством исполнения, и за идеей. Иначе это не будет называться стрит-артом, это будет мазня. Краска делится на разные типы по давлению. Я люблю работать 94-й. У них низкое давление для качественной проработки деталей. 368, если не ошибаюсь, оттенков. Это огромная палитра. Я вас уверяю, с этой краской можно делать вещи. Я бы хотел стать протеже одним из известных райтеров, чтобы набраться больше опыта. Может присоединиться к его команде в скором времени. Когда появляется вдохновение, ты готов забыть всю свою предыдущую жизнь и начать новую. Я верю в то, что воля человека, она способна на многое. Если ты действительно хочешь стать дизайнером, то кто тебя остановит?
Следующий сюжет, который будет показан в нашей передаче, рассказывает о ковке, металлической ковке. Я всегда хотела себе кованую кровать, кованый стол, кованый стул, туалетный столик, а на даче забор кованый я еще хотела поставить. Но когда я узнала, сколько это стоит, я перехотела. Ну, на стул, может быть, я когда-нибудь накоплю. Мои познания о том, как работает кузнец, ограничивались мультфильмом «Том и Джерри», потому что там всегда присутствовала наковальня. Я пробовал ковать, то есть бить молотом, и мне очень понравилось. Я подумал, что если бы жил бы я действительно, как мои коллеги предполагают, вот в это время, Когда он жил, я бы с удовольствием бы выбрал карьеру кузнеца. Работа кузнецом – это также еще и какие-то традиции, которые сохранились уже с давних времен. И люди, которые занимаются этим в наше время, они стараются это соблюсти. Акт творения, вот он завораживает. И вот кузнецы – это те люди, которые через огонь и металл создают вещи. И это прям очень круто. Дорогие друзья, кузнечное дело – это очень интересно, и поэтому мы пришли в гости к Ренату, чтобы узнать все подробности. Ренат, привет! Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь как кузнеца? Где-то лет, наверное, 8 назад начал уже этим профессионально заниматься. Вот, потом отъезд в Питер, походил в учениках там, начал уже как-то что-то свое делать. Привлекло, это, наверное, сам процесс. Из куска простого железа можешь сделать что-то действительно красивое. Ну вот расскажи, допустим, про молот, про этот. На самом деле, я его как бы не делал, просто это была на самом деле кувалда, просто она была, видимо, перекаленная, была в трещинах и сколах. Ты сказал, что прямо из Питера привез. Да. В аэропорту не возникло вопроса? Да, возникла, девушки на досмотре закричали: смотри, смотри, там кувалда. Ты сказал, это не кувалда. Это не кувалда, это ручник. Вот раскаленная заготовка. Процесс называется осадка. Скажи, над чем тебе нравится работать больше всего? Мне больше всего нравится, наверное, модерн. Это плавность линий, нестандартные решения. Ну вот, а что ты любишь делать для себя? Как говорится в поговорке, сапожник без сапог. Я достаточно много делал людям подарков кованых, но для себя, честно, у меня ничего нет. Сильнее, сильнее бей. У некоторых с первого раза получается еще хуже. Включаю молот. В представлениях людей обычно кузнец – это огромный мужик с невероятной физической силой. Как сейчас, насколько важна роль чисто физухи? Немногие верят в то, что я действительно занимаюсь ковкой. Этот стереотип возник, видимо, со средних веков, когда ученик приходил в кузницу. Само собой, первое, что ему давали, это молот. Мастер маленьким молотком просто показывал, куда ему стучать, и он обрабатывал железо. Сейчас профессия молотобойца, она вымерла, ее место занял молот. Просто жми на педальку, и он сам за тебя все сделает. Ну давай, попробуй на молоте. По чуть-чуть нажимай. Еще. Хорош. Кузнец обычно воспринимается как профессия, плотно уходящая корнями вглубь времен, соответственно, там много традиций, много каких-то примет. Меня в свое время отучили класть перчатки на наковальню. Почему-то нельзя. Сидеть на наковальне нельзя, потому что это поверхность наковальни называется лицо. Почему наковальня именно такой формы? Наковальня бывает разных форм. Вот это однорогая наковальня. Бывает двухроговая наковальня. Это самое, что ни на есть, стандартное советского образца. Я не видел на своем веку ни одной новой наковальни. Сейчас вот сюда вот ударь. Вот так вот. С чем ты работаешь в первую очередь? Все современные кузницы работают уже с современным металлопрокатом. Так как в древности сам кузнец выплавлял металл из руды, этого уже нет. В художественной ковке обычно используется как так называемая поделочная сталь. Первичный загиб даешь, равняешь. В принципе, она уже готова. Мы вставляем ее в кондуктор. Ну вот, что у нас получилось в итоге. Для первого раза очень неплохо. Это на камеру Ренат говорит. На самом деле очень сложно. Процесс
действительно не похож ни на что другое, что я делал в жизни. Это был шикарный опыт. Ренат, спасибо огромное. И надеемся, что мы еще вернемся к тебе в мастерскую, может быть, чтобы показать нашим зрителям, что еще можно сделать в кузнице. Спасибо. Недавно струнный ансамбль «Арка Артика» позвал нас в гости, но не на концерт, а на интересный семинар. Да, тема этого семинара была посвящена законам музыки и как они влияют на нашу жизнь. Конкретно в аспекте тимбилдинга. Особенно важно, чтобы был сплочен музыкальный коллектив, потому что все они должны работать как один. Сколько слышала про музыкальные ансамбли, они очень тесно дружат между собой, семьями дружат, собираются большой компанией. У них как своя мини-семья образуется, и они всегда вместе. У них очень много общих тем. Творчество, мне кажется, это такая стихия, в которой нет конца и края, и они, наверное, творят, меняются идеями. Как бы ни казалось странным эта формулировка, что законы музыки можно применить везде в нашей жизни, это действительно так. Композиционное построение музыкальных произведений или типа Да. сказал до, говори си. Да, еще один звук — это просто один звук. Два звука — уже есть музыкальная фраза, есть такт. И появляется третий звук, появляется аккорд. Настроя, и мы уже аккорд. Ну, типа того. Люди давно поняли, что с музыкой работать веселее и учиться как-то приятнее. А когда стараешься вникнуть в эту тему еще глубже, как музыка влияет на твое подсознание, почему тебе после нее становится легче, лучше, когда ты все это разбираешь, тебе становится еще интереснее. И вот как раз наш сюжет еще шире раскрывает эту тему. Мы открываем новый проект. Он состоит в том, чтобы помочь разобраться в сложностях жизни с помощью тех законов и принципов, которые существуют в музыке. Подойти к такому шагу помогло знакомство с профессором Санкт-Петербургской консерватории по теории музыки Ниной Александровной Бергер. Меня поразило, как она удивительным способом в любой ситуации находит лайфхак. Как это? Она говорит, вот тут тоника, вот тут доминанта, здесь субдоминанта, это аккорд такой ступени, здесь так нужно. Вы же, говорит, все знаете. Просто попробуйте применить это к своей жизни. Вот эта крайняя нота называется ля. Музыка, она работает именно с подсознанием, о чем мы не совсем знаем себе. И именно со сверхсознанием. С теми принципами и потребностями, которые присущи каждому человеку. Те принципы, которые заложены в наших 5 пальцах, это все применимо к жизни. Если посмотреть на Леонардо да Винчи, там же все настолько умно все построено, человеческий организм вообще, целый микрокосмос. И вот работа со сверхсознаниями через такие простые вещи, как наши пальцы, она помогает более проще и естественно понять, как работает такая штука, как жизнь. Очень многие нобелевские лауреаты, они все занимались музыкой. Один из самых ярких примеров — это Эйнштейн. Он замечательно играл на скрипке. Если брать историю, сферу бизнеса, то, например, Крок, основатель Макдональдс, днем продавал бумажные стаканчики, а ночью играл в джаз-клубе, пианист. На самом деле все просто. Мы сами себе усложняем жизнь. Музыканты, они когда-то сами придумали такие понятия, как талант, способности, гениальность, дар, чтобы просто отделить себя от другого общества. А теперь, получается, мы хотим обратно в народ. На этом наша передача подходит к концу. А мы увидимся с вами ровно через неделю. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, на наш аккаунт в Инстаграме и на наш аккаунт на Ютубе. Оставляйте свои лайки, комментарии и отзывы. Мы все посмотрим и ответим. Ждем вас на следующей неделе. С вами была программа «Пропеллер». Всем пока! Пока-пока.
Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение управления, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. ЕКИТ. Будущее в твоих руках. Я выбираю жить в Каи. Узнали? Макс Корж в Якутске, 17 декабря. ЦСП Триумф. Все альбомы, все хиты. Мы знаем, где пролетит мотылек и где будет крутой флэп, где небо поможет нам. Мы выбираем жить в кайф. Генеральные партнеры: сеть ЕКТ.ру, Центр паровых коктейлей «Куба». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный» и «Синема Центр». 12+. Слово пацана. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего — маслом машины. Руки стилиста — водой душистой. У визажиста — румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.